Пчелам заракарка. Воровым. Ну вот, все как обычно. Сушняк еще стоит. Держится. Так, Тулан не знаю, когда придет. Он отстал. Пусть ищет подъем. Снег растаял, вон травишки даже видны. Немножко поменялось уже. От избы там снег оттаивает. Вроде никого не было. Пчелам заракарка. Ну да. Никого не было. Ух, как хорошо. Снова в своей избе. Вообще здорово. Слышно, там Тулан где-то лает. Блин, возможно, придется еще мне туда съездить. Запутался, что ли, он там. Не впервой. Должен выход найти, ё-моё. Сейчас подожду, если будет лаять, съезжу. Ну, от силы 1,5 километра, наверное, отсюда до того места, где наш столик. В прошлый раз тоже там оставался, потом пришел. Так. Чайник поставлю. В принципе, не знаю, что-то быстро приготовить. Может, поесть. Так. Бля, нету его еще. Дым пошел. Да, наст вообще. Как бы я попробовал там, сейчас вот я сейчас в целину зайду, скажем, как будто снег держит. Но все, в то же время сразу проваливаешься. Такой вот небольшой слой есть, что вот на буране можно кататься там по целине, вот по полям. А внизу, под этим слоем вообще там каша, снег не держит. Заставляет меня ждать. Как маленький ребенок, ё-моё, блин. Но Тулан горчает, блин. Ладно, сейчас за водой сперва схожу. Вещей набрал сегодня тоже. Ой. Столько всего. Пила. В прошлый раз пилу забыл. Лыжи. Следобор возьму. Эти сапожки тут оставлю, вот эти. И эту плиту тоже оставлю. Такс. Рюкзак. И это ведро. Тут продукты для съемки там. Вон он, Тулан. А откуда он пришел? Тула. Он там, оказывается, пошел. А? Я думал, что придется за тобой ехать.
Молодец, хоть дошел. Нормально. Он по своей тропинке не здесь пришел, а вон там. Я его ждал вот оттуда. А он по своей тропе вот здесь пришел. Блин, опять сыт там. Ладно, сэкономили полчаса времени. Не пришлось мне ехать. Печка загорелась уже. Топится потихоньку. Ладно, сейчас я за водой схожу. В первую очередь ведро есть. Чайник поставлю. Ну вот, ребят, я уже сходил за водой. Это трудный поход за водой был у меня. Потому что, знаете, вот сейчас была пурга. И на берегу у нас спуска, там вообще жесть, сколько снега по пояс. И утрамбованный такой, вот я ногами ломаю и не ломается. А когда вот по твердому снегу начну идти, у меня нога проваливается и вообще не достает до земли. Пришлось все это бить мне и берег, короче, спуск делать. Вот такие дела. Сейчас, как обычно, я позавтракаю, я яйцо взял сейчас. Завтрак, наверное. Ну и там особо нечего показывать. Еще набор тот же самый, что и в прошлый раз я брал. Тут яйцо, хлеб, консервы новые. Вот сейчас я купил свинина тушеная. Это первый сорт. Вот такой консервы. С люксом, конечно, не сравнить. Но скажу вам, тут много жира, много воды, мало мяса. Ну и не очень понравилось. Конечно, чуть подешевле. Люксовские, наверное, вот там где-то 145 рублей, наверное, это 110, может, или еще. Не помню, или 105 было. Фиг знает, не помню. Вот такие консервы взял. И вот это сегодня надо. Уже второй раз поход брал. Вот эту колбаску надо сейчас уже точно съесть. Замороженные рыбы вот на донке. Это тоже пусть стоят. Печенье. Это взял из светофора. Между прочим, они не сладкие и очень вкусные. Хрустящие. Вот. С маслом тоже чай попью. Термос взял. Картошка. Я говорю, как и в прошлый раз. Конфеты, подушка. Сейчас чисто подушкой пока пью чай. Вот вторые такие консервы. Это для тулана. Он плотный. Не знаю, здесь мясо или фарш. Фиг знает. Сколько стоит эти банки? Эта банка сколько по-вашему стоит в магазине? По цене. Это я брал в светофоре 40 рублей. Тушенка 40 рублей. Вот это тулану я с кашей как я разбавлю. Так, тут у меня... видеокамеру надо взять. Подводную камеру. И тут перчатки еще. Ну все, в принципе. Чайник еще не закипел там. Вот он пришел. Хлеб вынес, а он куда-то уходил. Сейчас сперва на рыбалку сходим. Хотел взять заварку, разовый чай. Думал, тут есть, а оказывается, тут 3 штуки только осталось. Не знаю, чая вообще у меня есть, нету тут. Без чая никак. Ну и яйцо. Здесь такой быстрый завтрак. Чай с яйцом. Хлеб с маслом попью. И в первую очередь где-то, порыбачим. Если
Я сегодня рыбу не найду, возможно, может быть, и не буду ночевать. Если удастся найти рыбу, но это очень сложно, можно переночевать. Так, ладно, все, оставляем пока тут. Поедем на пробную рыбалку. Конфеты, вон, конфету не съел, на. Подушку закинул, он конфеты вообще не ест. Смотрите, у него все облысеет там ноги. Ну, это весной каждый год, между прочим. В прошлом году я тоже, достал тулан. В прошлом году тоже замечал. Вот, лапы, все, вот. Как-то, не знаю, что происходит. Облысение какое-то, вот. Как будто витамина не хватает или еще какая причина. Но уколы сделали, может, все наладится у него. Так, ладно, сейчас Саня оставим тут. Так, Саня оставляем. Удочки взяли, яши взяли. Ну что, ребят, я уже поменял третье место. Сперва от избы поднялся на два поворота. Ни одного подхода я не увидел рыбы. Я только вот пока рыбачу вот этой камерой. Потому что если я увижу рыбу, я закидываю удочку. Бесполезно сидеть с удочкой, если нету никого. Потом спускаюсь уже вниз от избы. Я спустился на поворот, там попробовал. И сейчас спустился на два поворота. Вот здесь уже сижу минут 10. Ни одной рыбы, ни одного подхода. Вообще нету. Даже ершей нету. Никого нету. Сейчас еще поеду. Ну, вон до туда, до поворота. Там большой омут. Поворот хороший.
Еще там попробую. Если никого не увижу, поднимусь обратно в избу. Просто я теряю время. Но одно удовольствие получаю от того, что я на свежем воздухе просто сижу и слушаю шум ветра, который вот уже начинается, вот немножко там лес гудит. Солнце уже встало высоко. Да, лес далеко вот гудит. Ну, спокойно вот так. Шуршание собаки вот когда подходит. Вот. Ладно, сейчас я еще посижу. Вот тут куропатка очень много ходили вон там по берегу. Это старые следы. Вот. А так, пока все здорово. Жалко, конечно, что рыбу я не могу найти. Точно тут рыба не зимует. Уже 3-й год, может 4-й уже. Прошлый раз я говорил, больше не буду рыбачить, но вот еще вот решился. Это уже заключительная рыбалка в этом месте, все. Шаба. Сейчас до поворота я сейчас езжу. Посмотрим там. Сейчас кто-то на мотособаке поднялся. Ну, это сосед, наверное, Коля. Что-то он с утра мы видели сегодня. Ну, вроде он. Это не буран, это мотособака. А мой вон стоит. Там попробовал порыбачить. Ни одного подхода не было. А вот здесь тоже уже минут 10 тоже уже сижу. Короче, ни одной рыбы я не увидел за всю рыбалку. Утреннюю. Там на берегу изба. Изба стоит. Также баня, там амбар. Давно уже туда не заходил. Сейчас там новый хозяин на этой избе. Эту избу как бы вроде продали или передали. Хочется, конечно, туда подняться, посмотреть, на снег не держит, чтобы пешком дойти до туда. А на буране не заехать. Очень трудный берег, крутой. Да и там густая тайга, непроходимая. Вот. А так, здесь, блин, очень, так скажем, живая изба была, блин. Тут тусовались, будь здоров. Тут как кто-то поднимался, останавливался, кто-то спускался, останавливается. Как, я не знаю, как блокпост тут. Поднимается, ящик вина, водки с собой везут. Здесь неделями там как сказать, зависали. Хорошая изба там. Железная печка должна быть. Как-нибудь осенью, если получится, когда грибы буду собирать, пройдемся тут, посмотрим. Давно уже тут я не был. Если, скажем, еще где-то метров 150, наверное, там для зимы, там еще вторую избу построили. Там и новая изба еще внутри, там кирпичная печка, наверное. Как бы кто вот первый хозяин уже, к сожалению, умер. Вот первый хозяин на этой избе. Круглый год он жил здесь. Как я не знаю, как же этот, как отшельник, но не отшельник. Он просто жил вот тут. И еще для зимы вторую избу он строил. Но все уже, его нету. Брат инвалид. Короче, вот так и изба уже другой хозяин, другой владелец сейчас. Тулан тоже набегался, далеко не отходит. Ладно, сейчас, наверное, я соберусь, ребят, и поеду на свою избу. Там печку затоплю, там колбаску пожарю, позавтракаю и там буду решать, что дальше делать. Может, поброжу на лыжах, там посмотрю, это, как сказать, какой-нибудь сушняк, валежник или еще сухостой, что попадет. Может, этим займусь, может, поеду. Здесь я точно не останусь, и с ночевкой я здесь не буду ночевать сегодня в избе. Я поеду в сторону Нившеры, своего села, и где-нибудь еще попробую. Ну, примерно 7 километров проеду, и там попробуем уже рыбачить, ближе к селу. Вот. Потому что тут все, я убедился, что тут рыбы нету уже очередной год. Да, планы. Хитрый. Сейчас хотел посадить на буран. Хрен посадишь его.
Вот. А так солнечно и ветер поднимается. Очень ярко светит солнце, прямо ослепляет. И знаете, вот я именно вот эти очки взял. Ну, это хамелеон. Эти очки как бы не ослепляют так сильно. Хамелеон хорошие очки. Ну и вдали в этих очках я хорошо вижу издалека. А уже вблизи всегда вот я фотографирую, снимаюсь, вот так у меня очки на лбу, потому что вблизи я хорошо вижу, а издалека вот похуже, и поэтому я с собой очки таскаю, бывает. Ну, если не на охоте, просто так на прогулке, даже я очки вообще не беру. Но сейчас вот в данный момент вот это солнце, снег белоснежный, так ослепляющий, вообще без солнечных очков очень тяжело. Ладно, поедем на избу. Сейчас я еще посижу, минут 5 посмотрю и поедем.